А ты кто вообще такой? Фанат? Нет, я не фанат. То есть, да, теперь, конечно. Близится 14 февраля, день всех влюбленных, день Святого Валентина, и как же не поспекулировать на выдуманных праздниках и не подзаработать на них побольше денежек. Капитализм, счастье, заебись. Переуроченный к этой дате фильм под названием «Первый встречный» с 10 февраля уже в кинотеатрах. И если вы ни сном, ни духом об этом фильме, либо же вы о нем слышали, но не знаете, о чем он, или знаете, но забыли, в общем, для всех, кому нравятся фильмы об отношениях, романтические комедии, то эта картина из этого разряда, и я вкратце расскажу о завязке фильма, о чем он, а также поделюсь своим мнением, отзывом от увиденного. Вообще в оригинале фильм называется «Marry Me», что переводится на русский язык как «Женись на мне». Но оно еще переводится как «Выходи за меня», но в данном случае это звучит из уст женского персонажа, получается «Женись на мне». И звучит это от главной героини, которую играет бывшая, будущая жена Бена Аффлека Дженнифер Лопес. По сюжету она знаменитая певица, которая летает по миру и выступает с концертами. Каждая минута ее жизни расписана, и она вечно занята. Пока что смахивает на то, что она играет саму себя. И как обычно это бывает у звезд, поп-див, ее вторая половинка это также знаменитость. Даже более того, он популярный певец, который выступает вместе с ней на сцене, и они поют в дуэте. Вот такая у нас есть влюбленная сладкая пара голубков, которые планируют во время общего концерта на аудиторию как минимум в 20 миллионов человек сыграть свадьбу. Пафос, помпезность, приторность, все дела. А как может быть у звезд иначе, у звезд шоу-биза? И у нас есть второй главный герой мужского пола. Это персонаж Оуэна Уилсона, который играет обычного школьного учителя математики. Он разведен, и у него есть дочь. Случайным образом от своих учениц, которые общаются с его дочкой, он узнает, что та безумолку болтает о каком-то мальчике, звучит мужское имя, и папа думает, что, она влюбилась, да, все дела, кто это такой, надо защищать, оберегать, побольше разузнать, а на деле она болтает о новом ухажере мамы, который веселый, интересный и крутой, а не как папа, скучный, пресный и однообразный. Что, в принципе, и стало мотивом и толкнуло его пойти с дочкой на концерт к Джей Ло, хоть как-то исправиться в ее глазах и выбить себе одобрение и положительных очков с ее стороны. И вот во время этого главного концерта в своей жизни, до момента, когда главная героиня должна исполнить свою самую популярную песню с таким же названием, как и у фильма «Marry Me», «Женись на мне», Джей Ло узнала, что ее парень, будущий муж, изменяет ей с ассистенткой. Дай сюда телефон. Жениха Кэт Вальдес застукали целующимся с ее ассистенткой. После чего, конечно же, решается не выходить за него замуж, и, поддавшись на эмоции, она совершает импульсивный поступок, и из всей толпы фанатов и поклонников, которые находились в зале во время прямых эфиров в Инстаграме и по ТВ, нашего простого парнишку, учителя математики, она выбирает, с чего и начинается фильм. Первый положительный момент это то, что вся эта завязка всего этого происходит за 15 минут. Даже намного быстрее, ведь поначалу нас знакомят с героями и показывают частичку их жизни. Хоть у фильма рейтинг 12+, но хочу я вам сказать, что происходящее на экране очень близко трется по границам присвоенного возрастного рейтинга и старается его обтекать, ведь главная героиня Джей Ло неустанно старается показать себя, свои формы, постоянно нося обтягивающие, облегающие вещи, короткие юбки, максимально оголяя какие-то части своего тела. В особенности часто будут показаны ее ноги на столе или на массажном столе, или когда она лежит в ванной, или во время разминки, или во время выступления на концерте, где концерт, я скажу вам, выглядит, вы там еще потрахаетесь уже на сцене. Это так, все шутки, но как вы сами могли убедиться, все выглядит довольно откровенно. И даже несмотря на то, что она носит на себе костюм телесного цвета, конечно, это по большому счету, чтобы оно выглядело так, будто она голая выступает, опять же, и плюс замаскировать какие-то изъяны и признаки старости. Как бы там ни было, ей 52 года. Да, она выглядит потрясно. Для своего возраста у нее шикарная фигура и форма, она красивая, но время не щадит никого. И все же она, или возможно создатели этого фильма, которым также по совместительству является сама Джей Ло, ведь она продюсер этого фильма, старается максимально выжимать возможность из любого
моменты из любой сцены, чтобы не упускать, покрасоваться, показать себя и полюбоваться собой на экране. Продемонстрировать свои модные наряды, заявить свои женские достоинства и качества в плане фигуры и красоты, особенно учитывая ее возраст. Невольно напрашивается вопрос, в чем же секрет? Активный спорт, хороший сон, правильное питание, отличная генетика или все вместе? Правильный ответ – деньги. Я вот прям сейчас чувствую, как я молодею. Возвращаясь к сюжету фильма и происходящему на экране, по большому счету, конечно, это больше сказка в плане того, что всемирно известная богатая певица вдруг выделила какого-то первого встречного из толпы и женилась на нем. Что ж, я выйду за тебя. За тебя. Первый встречный позиционирует себя как романтическая комедия. Давайте разберемся с этими двумя составляющими. Романтика здесь заключена в подготовке к свадьбе, свадебном платье и импульсивном поступке, который приводит к отношениям с учителем математики. Но по большому счету нам будут стараться показывать и выпячивать ранее упомянутые мной вещи. Это качество и достоинство и, возможно, достижение пластической хирургии главной героини, опираясь на ее возраст. Больше будет показано ее тренировок перед выступлениями на концертах, да, сами концерты, тренировок йоги, массажи, балдеж в ванной, покатульки на лимузине или других авто. Комедия. Да черт побери, тут в самой картине находится стендап-комик и актриса комедийного жанра Сара Сильверман, да и сам Оуэн Вилсон, актер из этого разряда. Но на деле Сара Сильверман здесь больше для имени, которое притягивает людей, знакомых с ее творчеством, но по сути она не выполняет и не наполняет фильм юмором, как и сам Оуэн Вилсон, к большому сожалению. Он подошел без какого-то особого энтузиазма к своей роли и фильму. Возможно, он до сих пор находится под влиянием депрессии. Я просто как-то видел новость о том, что он собирался убить себя, но как-то выкарабкался. В фильме «Первый встречный» проскакивают моменты, с которых можно улыбнуться. Не скажу, что вы прям будете ухахатываться или валяться на полу и смеяться в голос. Романтики тут толком нет, учитывая все ранее перечисленные факторы. Понятное дело, что между героями нет никакой химии. Зрителю вряд ли получится это ощутить и увидеть. Положительный момент — это то, что периодически звучат какие-то здравые вещи, в частности от главного героя, когда он говорит Джей Ло: ну зачем возвращаться к бывшему, какой в этом смысл, если все повторится. В этом вопросе и ситуации я, конечно же, солидарен, так как сам поступаю так же и считаю, также не надо давать какие-то вторые, третьи, десятые, там еще какие-то шансы, и человек, позволивший в себе сделать что-то раз, делает это и во второй, и в третий, и в 10-й раз. Ну и в каком-то смысле, в чем-то поучительный момент того, что люди сами загоняют себя в какие-то рамки определенные, а ведь рамки внутри нас, в нашей голове, когда наш главный герой, школьный учитель, не может сопоставить себя с поп-звездой всемирного масштаба, на одном уровне, в плане того, что он не может представить себя на месте ее молодого человека. Даже я, глядя на этот фильм, да и размышляя за его пределами, примерно так же ощущаю, что, реально, как простой работяга может быть с какой-то там, инстадивой. Но что в этом такого, если человек сможет стать, любящим отцом, отличным любовником в постели, я не знаю, какие истории сейчас есть, да, но есть много таких примеров из реальной жизни, которые я в прошлом встречал, где первый пример на ум приходит мне касательно Мэтта Дэймона, будучи голливудской звездой, да, героем блокбастеров и получая гонорары за фильм в 20 миллионов долларов, он женился на официантке, она родила ему 4 детей, и он счастлив. Откуда я знаю, вряд ли человек, если он несчастлив, сделает с какой-то женщиной 4 детей, да. По большому счету, фильм «Первый встречный» — это такая гладкая, гламурная и глянцевая картинка, да и сама картина так выглядит, она вылизанная и безупречная, как и сама главная героиня в исполнении Дженнифер Лопес. Это больше про ее саморекламу, самопиар как певицы, как женщины. Я не рекомендую смотреть этот фильм в кинотеатре даже любителям ромкомов. Пожалейте своего парня, правда. Лучше дождитесь, я не знаю, цифрового релиза и посмотрите дома, раз уж так интересно, и вы поклонник Джей Ло, Оуэна Вилсона и фильмов про отношения. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь в комментариях мнением о фильме «Первый встречный». А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.